Здесь написано «Литау Александр». Я не знаю, были ли у меня братья или сестры. Мне всегда казалось, что были. Эти пожелтевшие листы для него ниточка, по которой пенсионер из Гамбурга пытается распутать клубок лжи, которым окутано все его детство. Дата рождения выдумана, метрики — подделка. Он взял двойное имя и стал Александром Фолькнером, как только узнал, настоящая его родина — Крым, а его маленького Сашку похитили нацисты. Я все не могу найти себе покоя. Я по ночам не сплю, все читаю про детей Либенсборн. И поэтому, наверное, мой брак развалился. Мне нужно найти ответ, узнать, откуда же я родом. Нацистская организация Лебенсборн дословно источник жизни. Жизни для белокурых бестий. Рейх готовил из детей новых господ мира. У меня в руках устав организации Лебенсборн от 1937 года. Здесь четко описаны цели программы. Например, появление нового расово чистого поколения или же помощь женщинам, которые воспитывают настоящих арийцев. Подписан документ лично рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Здесь же его пометки от руки. Главу организации Лебенсборн назначает лично рейхсфюрер СС. Это показывает, насколько важной считали программу в нацистской Германии. Гиммлер часто бывал в гостях у семьи Хайнеке. Новые родители Фолькнера, убежденные нацисты, уговорили шефа СС стать сыну крестным отцом. Я вспоминаю человека в черном кожаном плаще и черной фуражке. Я смотрел, как он разговаривал с моим приемным отцом. Они оба увлеклись разведением кур, хотели вывести новую белую расу несушек. Для главы Черного ордена Генриха Гиммлера дети мало отличались от цыплят, а женщины — от куриц, несущих яйца идеологически верного белого арийского цвета. Но рожали немки слишком медленно, и детей белокурых и голубоглазых приходилось искать на оккупированных территориях. Детей забирали, иногда прямо с улиц. Обычно это были дети двухлетнего возраста. Они в лучшем случае могли знать свое имя, но не фамилию. И Лебенсборн уничтожал все следы. Не только документы. Барбара Пацеркевич, в Лебенсборн она попала из Польши, рассказывает, как в приюте детям делали специальные уколы. Я не знала, что это за уколы. Кто-то говорил, что это уколы с препаратом, чтобы дети забывали свое прошлое. Им пытались стереть память о прошлой жизни. На родном языке говорить было строжайше запрещено. За ослушание – побои и карцер. Детей запирали в Мертвецкой, в подвале. Там лежали трупы людей, бегали крысы, а они туда маленьких детей на колени на горох ставили, чтобы им не только страшно, но и больно было. Фолькнера Хайнеке запирали в подвале этого дома в польском городке Бад-Польцин. Там же детей тщательно обследовали. 80% детей не проходили расовый отбор. Их возвращали обратно в лагерь, и больше о них никто не слышал. Этот мемориал установлен в бывшем шахтерском поселке Лидице в 20 километрах от Праги. Летом 42-го поселок сожгли эсэсовцы-каратели. 82 ребенка, не подошедших для программы Лебенсборн, нацисты отправили в газовые камеры. Тогда маленькой девочке Марии Долежаловой-Шупиковой повезло. Ее лицо было достаточно арийским для права на жизнь. В 46-м Мария выступила свидетелем на процессе в Нюрнберге. Шеф Лебенсборн штандартенфюрер СС Макс Зольман был посажен за решетку менее чем на 3 года. А когда он вышел, ему пришлось заплатить смехотворный штраф в 50 марок. Сколько всего детей было увезено в Германию из Польши, Чехии, Украины и Белоруссии, никто точно не знает. Большая часть архивов Лебенсборна была уничтожена в апреле 45-го. Количество только по линии Лебенсборна похищенных детей в СССР измеряется не менее 500 тысяч человек. Многие дети, я думаю, что даже не могут предположить, что они дети Лебенсборна. Самый известный в мире ребенок Лебенсборн Анни Фрид Лингстад, та самая темненькая из шведской группы Абба. Плод проекта Генриха Гиммлера по созданию детей расы господ. Мама норвежка, отец чистокровный ариец из Германии. Рождение таких нордических полукровок было одной из целей Лебенсборн.
Анне Фрид повезло найти отца и даже встретиться с ним. Александр Фолькнер Хайнеке не нашел даже могилы. Он собирает все вырезки из газет на тему Лебенсборна. Ездил в Крым, искал возможных родственников, но безрезультатно. Считает писарь, в его настоящей фамилии мог сделать ошибку, и Александр Литау на самом деле может быть Александром Лито или даже Александром Литовым. Может, когда-нибудь моя мечта сбудется. Я бы очень был благодарен русским людям, если бы они помогли мне. Я хочу, наконец, обрести семью. Иван Благой, Дмитрий Волков, Любовь Дмитриева, Людмила Моисеенко, Роман Кайгородов. Первый канал. Воскресное время.